Подведение итогов 2019 года и обсуждение задач на текущий год планировались по сложившейся традиции в апреле, но пандемия коронавирусной инфекции внесла свои коррективы, затронув все отрасли экономики и социальной сферы, жизнь каждого отдельного человека. Главный вопрос на 79-м внеочередном заседании Народного собрания Ингушетии – отчет правительства республики об итогах социально-экономического развития региона. Прежде чем заслушать доклад премьера, глава Ингушетии высказал несколько предложений и изложил свои взгляды на ситуацию в республике, видение предстоящих задач. Прошлый год, как и прошедший период нынешнего, были непростыми. Это было время напряженного труда, наполненное стремлением решить проблемы, связанные с нуждами людей, улучшением качества их жизни. Не все из задуманного удалось осуществить. Свои коррективы, наши планы внесла пандемия коронавируса. Благодаря самоотверженной работе наших медицинских работников и других служб нам удалось избежать худших вариантов. Неплохим можно признать результаты выполнения мероприятий национальных проектов в 2019 году. Построены школы, детские сады, приобретены современное оборудование, осуществлены мероприятия по совершенствованию системы образования. Хотел бы сказать, что очень много времени нами было затрачено на доведение прошлых объектов. Те у нас проекты 2019 года, у нас они завершены 2020 года. Есть алгоритм решения, мы их доведем до конца. Все мы должны отчетливо осознавать, что только качественное образование способно обеспечивать успех нашего динамичного развития в долгосрочной перспективе. Мы очень тщательно подошли к изучению школьного образования. Мы там порядок наводим. И специальности, которые нам нужны, будем вводить, в те или иные в колледжи. Нет сомнений в том, что в республике наметился тренд на устойчивое движение вперед. В этом, безусловно, есть заслуга регионального правительства, его руководителей и аппарата, отметил руководитель субъекта. Самая главная задача была поставлена, уважаемые депутаты, чтобы все ГУПы, которые работают, они избавились от понятия кредиторки. На сегодняшний день кредиторки нет. Сельское хозяйство поднимается, уже на следующий год прогноз есть. 10 кошар, которые у нас пустые стояли, мы их заполним и будем увеличивать количество КРС. Перед системой образования республики стоит задача повышения уровня обучения дошколят, школьников и студентов. А с развитием производственного комплекса параллельно будет обеспечиваться решение двух других ключевых вопросов – пополнение бюджета республики и снижение напряженности на рынке труда. Наметившийся перелом в сфере здравоохранения республики нужно и дальше развивать. Моя задача – создать такую среду, чтобы любому, какая бы у него привычка ни была, он все-таки видел, действовал и подчинялся законам, нормативам и жил и работал для жителей республики. Подробно о социально-экономическом развитии региона рассказал премьер Ингушетии Владимир Сластенин. Отчетный 2019 год ознаменовался сменой управленческой команды республики. Был полностью обновлен состав Кабмина. Главный приоритет, обозначенный перед правительством, своевременное и эффективное выполнение мероприятий нацпроектов. Для реализации указа президента на текущий год подписано 34 соглашения о предоставлении средств из федерального бюджета на сумму свыше 7 миллиардов рублей на условиях финансирования регионального бюджета. Однако в самый неожиданный момент мир столкнулся с пандемией. Владимир Сластенин рассказал собравшимся о мерах, предпринятых в сложное время властями. Более 2500 медицинских работников были задействованы в республике в борьбе с ковидом. Это не только занятые в специализированных клиниках, но и сотрудники скорой помощи. Выезды скорой помощи в день увеличились с 200 до 400. Более 200 человек получили федеральные награды за особые трудовые заслуги. Хочу поблагодарить всех наших медиков за мужество и самоотверженную работу. Также выразить благодарность сотрудникам правоохранительных органов, МВД, Росгвардии, транспортных и коммунальных служб, всем профессионалам, которые обеспечили в это непростое время бесперебойную работу систем жизнеобеспечения республики. Касаясь итогов работы в сфере здравоохранения прошлого года, необходимо ответить на сохранение положительной тенденции в сфере демографической ситуации. В республике фиксировалась самая низкая смертность в Российской Федерации. Одни из лучших показателей по рождаемости. Мы достигли показатель, который нам ставили еще на следующий год. Уже у нас коэффициент рождаемости 16,4.
По национальному проекту здравоохранения установлено 84 единицы современного оборудования в детских больницах и детских поликлинических отделениях, сердечно-сосудистом и онкологическом центрах. В рамках развития инфраструктуры здравоохранения введены в эксплуатацию 2 фельдшерско-акушерских пункта в сельских поселениях Джейрах и Арамхе, построенные в рамках национального проекта. Получены 42 единицы автомобилей скорой медицинской помощи. В текущем году запланирован ввод поликлиники на 300 посещений в смене город Сунжа, психоневрологического стационара в сельском поселении Плиево, врачебной амбулатории в сельском поселении Троицкое. У нас остро стоит вопрос о необходимости строительства многопрофильной больницы, новых типов зданий для размещения Малгобецкой районной больницы, поликлиники в городе Карабулак. По всем этим объектам ведется работа с федеральными органами власти. Ключевую роль в сохранении социальной стабильности обеспечили меры поддержки семей с детьми и безработных граждан, принятые на федеральном уровне. Беспрецедентные меры. Ежемесячные выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно получают республики свыше 18 тысяч семей на 29 тысяч детей. Всего по расчетам право на получение указанных выплат в регионе имеет 45 тысяч семей. Высокий уровень безработицы – одна из причин высокого уровня бедности в республике, отметил Владимир Сластенин. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составляет свыше 30%. При этом перед республикой стоит задача сократить этот показатель к 2021 году до уровня 13,4%. Для решения этой задачи прежде всего необходимо повышать доходы населения. Не могли обойти стороной в своем отчете острый вопрос обеспечения бесперебойного водоснабжения. Проблемы в этой системе копились годами и достигли своего пика в последние несколько лет. Основными причинами сложившейся ситуации является рост численности населения с момента образования республики в 2,6 раза. То есть с 200 тысяч человек мы выросли до 500 тысяч человек, а добываем воду в тех же объемах. Высокий физический износ разводящих детей 67%. Потери воды при транспортировке составили 20%. Протяженность системы водоснабжения в республике составляет почти 2282 километра. Свыше 1600 километров сетей физически изношены и подлежат замене. Высокая степень изношенности объектов водоснабжения. Объем воды, добываемой в республике, составляет всего 84 тысячи метров кубических в сутки. 2020 год стал непростым испытанием для органов государственной власти, но мы достойно прошли этот сложный период, показав сплоченную и скоординированную работу, отметил Владимир Сластенин. Поэтапно республика возвращается к нормальной жизни, а это значит, нам нужно с двойными усилиями браться за работу. Зелимхан Калоев, Асхаб Белакиев, Новости 24.